В центре Казани сегодня звучит легендарный русский бас. Здесь Рустам Минниханов и вся творческая интеллигенция. Все несут цветы. Так в столице открывается мемориальная композиция, посвященная Федору Шаляпину и Максиму Горькому, жизненные пути которых впервые пересеклись именно в Казани. Они называли друг друга братьями. Их объединяла любовь к искусству, к родине и ее талантливому народу. Казань стала для них городом, где произошел их духовный рост и становление. Сегодня эти два талантливых человека снова вместе. Бюст юного Горького был установлен на здании музея в 1967 году. Теперь рядом с ним в бронзе застыл и 20-летний Шаляпин. За ними металлическое панно с видами Казани на рубеже 19-20 веков. Очень много воспоминаний у Горького и у Шаляпина. Есть места, обозначенные с Казанью, виды Кремля, университет, оперный театр, места, которые были для Шаляпина и для Горького очень дорогие. Музей сегодня носит имя Шаляпина и Горького. Здесь 40 тысяч экспонатов. Их показывают Рустаму Минниханову. Здесь собрана живопись, документы, личные вещи и редкие архивные фото двух гениев. Вот на этой стене, да, предметы, фотографии, которые связаны непосредственно с Казанью. Фотография 6-го городского училища, где Шаляпин учился, 2 класса он закончил. Здесь же Рустам Минниханов провел встречу с активом Русского национально-культурного объединения. Они стали уже традиционными. Здесь всегда поднимаются важные вопросы, подчеркивает Раис Республики. Встреча особенно значима в юбилейный год для Шаляпина и Горького. Событие очень знаковое не только для республики, я считаю, что для всего русского мира, для всей России. Вот Шаляпин и Горький вот вместе здесь. Очень прекрасная выставка. И, конечно же, мы все эти движения поддерживаем. У нас есть хороший повод для обсуждения, встречи. Объединение было создано 10 лет назад. Сегодня его филиалы работают по всей республике. Ирина Александровская поблагодарила Рустама Минниханова за поддержку их инициатив. Это открытие памятника святым Петру и Февронии, культурного центра имени Пушкина, мемориалов выдающимся личностям. По подготовке и проведению 150-летия со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина ваш созданный оргкомитет по подготовке к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Все это очень необходимые координирующие действия, которые позволяют нам взаимодействовать со всей вашей командой и с представителями министерств, ведомств и исполкомов нашей республики. Мы благодарим вас за это. Сейчас активно развивается Центр русского фольклора. Нужно дополнительное помещение, говорят на встрече. Также речь шла о систематизации этнографических материалов и повышении квалификации сотрудников музея Чистополя. Мы знаем, что есть при Волжском нашем федеральном университете замечательная кафедра этнографии и антропологии. И хотелось, чтобы музейные сотрудники имели возможность в заочной форме, если возможно бесплатно, обучению и получению магистратуры по квалификации как раз этнографической истории народов Урала и Поволжья. Ведь очень важно, чтобы история подавалась правильно, подавалась и проецировалась на подрастающее поколение. Рустам Минниханов отметил, по всем вопросам будет оказано содействие. Кроме этого, большим событием в следующем году станет празднование 225-летия Александра Пушкина. Раис Республики поручил провести торжества на высоком уровне. Мы всем помогаем. Мы не делим, значит, но тем более для нашей республики вот, русской культуре, русскому языку должно быть подчеркнутое внимание. Мы к религии и к языкам всем относимся, но русский язык – это самый главный язык нашего российского государства, он не обсуждается. Рустам Минниханов сообщил, для самых достойных молодых исполнителей в этом году будет учреждена республиканская премия имени Федора Шаляпина. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань.